Здравствуйте все! Канал Магия Песка. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео и пишет хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так: вызов вашего любимого мужчины на откровенный разговор. Как он живет, чем занимается, что у него в мыслях и в планах на вас. Мои дорогие, пожалуйста, загадайте любимого человека, либо того, кто вам интересен, о ком бы вы хотели узнать все как есть. Да? Подумайте об этом человеке, вспомните его глаза, его голос, его улыбку, его объятия. Представьте его рядом. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Назовите его по имени и спросите: как ты живешь? Что у тебя в мыслях? Что у тебя в чувствах? И что у тебя в планах относительно меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар и прошу высшие силы послать только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию для вас, а также дать мне силы и возможности ответить на все ваши вопросы. Итак, давайте же посмотрим, что происходит с вашим мужчиной. Позовем его, да, чтобы он к нам пришел и все рассказал о своей жизни и о том, что происходит у него в жизни, о его мыслях, о его планах. Приходи. Приходи и нам покажи. Покажи свою жизнь, покажи свои мысли, покажи свои планы. Покажи, о чем думаешь, покажи, о чем мечтаешь. Так, ну что, мои дорогие, мужчина достаточно разговорчивый попался. Честно, тут много чего, я сразу так, знаете, просмотрела, много чего рассказал и правдиво, я вижу, ответил. Ответил правдиво на, наверное, самый главный вопрос, которым задается любая девушка, женщина, кто зашла на это гадание. Вопрос этот: любит либо нет. Смотрите, он любит, но любит, мои дорогие, себя. В первую очередь любит себя. Вы для него сладкая конфетка. Вы для него прекрасная вишенка на самом вкусном тортике. Вы та, кто делает его жизнь и сладкой, и манкой, и желанной. Да? Ради вас хочется развиваться, ради вас хочется меняться, ради вас хочется жить, вот жить полной жизнью, да, дышать полной грудью. Вот что вы делаете. Вы его муза, вы его вдохновляете, вы тот прекрасный граль, да, стакан, видите, такой фужер очень красивый, наполненный, из которого он готов пить, там, бесконечно пить. Вы ему, конечно же, вы его звездочка, вот, вы его звездочка, вы ему несете все радости этого мира, но при этом заставляете его и страдать. Здесь мужчина честно и откровенно говорит, что в жизни у него такая ситуация, когда он сам не властен над собой, над своей жизненной ситуацией. Ему нелегко, ему сложно. Здесь у него, знаете, как бы и с бизнесом, скорее всего, проблемы, либо с работой, где он работает. Человек, кстати, вот видите, бутылка вышла. Он выпивает, может выпивать. Он сейчас себя пытается любыми способами как-то стимулировать, да, чтобы пережить сложные времена. Этот мужчина действительно, вот он в каком-то состоянии, вот он, скажем так, некомфортно себя ощущает в тех жизненных рамках, которые сейчас есть. А здесь очень много всего навалилось. Здесь навалились и какие-то, не знаю, тут и работа, и личностные отношения, может там и даже с соседями, с друзьями, с семьей, да, вот везде какие-то у него неприятности, скажем так, да, везде на него что-то давит, он на развилках постоянно, у него везде одни какие-то развилки, дороги у него все какие-то размытые, то есть ситуация сложная, в жизни ситуация сложная, у него сейчас может быть даже проблема и по деньгам, и по наполняемости кошелька, то есть
он вот просто, знаете, вот как в каком-то аду живет, да, вот жизнь его, она черная, черная, черная ночь, да, которая там ни одной звездочки нет, которые бы ему сияли. И только лишь мысли о вас, только лишь мечты о вас наполняют его, дают ему возможность, ну, скажем так, жить, да, просыпаться утром, вставать, да, что-то делать. Он живет просто сейчас в иллюзиях. Представляет, что вы рядом, что вы вместе с ним, что вы там, не знаю, любите друг друга, что вы принадлежите ему, что он принадлежит вам, и что у вас все хорошо. Старается он, конечно, бежать от реальности, потому что реальность достаточно жесткая. У человека, кстати, проблемы, у него какие-то долги есть. Долги, причем, ну, как не знаю, то ли насобирал, то ли накопилось, то ли вот как-то все неожиданно. Вот у него именно такая вот черная полоса в жизни, когда где тонко, там и рвется, да, вот в самых таких уязвимых местах у него прям проблемы. Человек, знаете, он уже просто опустил руки, и ему вообще ничего не хочется. Кстати, еще скажу, что у него проблемы со здоровьем есть. Проблемы с парными органами. Это либо почки, либо легкие, либо вот глаза, уши, да, вот что-то у него есть проблема. И он вообще собой не занимается, он на себя, извините за слово, просто забил. То есть вот такая сложная ситуация. Ему тяжело, очень тяжело. А, очень много каких-то узких мест у него обнаружилось в жизни. Он даже сам не ожидал, что настолько все у него запущено. Сначала пытался бороться, сначала пытался как-то хорохориться, а теперь понимает, что я сделаю, да? Сейчас всем сложно, типа, дескать, мне тоже сложно. Душа, конечно, требует праздника, требует встречи с вами, требует любви, требует, не знаю, какое-то признание. Но пока ничего не выходит, вообще ничего не выходит. Смотрите, он вас все время представляет, что вы рядом в каких-то разных образах. То вы страстная любовница с ним там в одной кровати, то вы заботливая, любящая жена, которая ему там что-то вкусненькое готовит, да, то вот прям вы за ним ухаживаете, вы там, не знаю, там ему массажик делаете, да, вы там его гладите по голове. И вот он прям, ну, как, не знаю, как вот, ну, в таком состоянии сумрачном, да, прям может даже чувствовать вас рядом. Вот такая идет ситуация. Что у него в жизни происходит? Хлам у него в жизни, да, все разрушено, все вот прям разбросано, взрыв, ядерный взрыв произошел в его жизни. И он ходит по этим осколкам своей жизни, не может их собрать в кучу. Если человек не свободный, то знайте, что там ему очень несладко, что ему там достаточно жестко, больно и, ну, скажем так, он несчастлив, абсолютно несчастлив в той семье, в которой он есть. Если человек свободный, то, ну, все равно, знаете, я вижу, что у него как семья есть, да, либо это его семья, там, ну, жена, там, дети, да, даже если и бывшие, то они как-то присутствуют в его жизни, либо это родительская семья. То есть его ничего не радует, он ничему не счастлив, да, ничто его не может там заставить поулыбаться. Вот грустно ему все, глаза у него грустные, настроение у него упадническое, то есть живет как на грани, да, как на, не знаю, там на вулкане сидит, ждет, пока вот наконец-таки освобождение придет от всех этих страданий и переживаний. То есть везде, вот все сферы жизни, вот, которые у него есть, везде у него какой-то прям, ну, какое-то попадалово, просто по-другому не скажешь. Все вот у него рушится, все у него идет через одно место. И более того, я вам скажу, что эта ситуация, она ему, скажем так, по судьбе вот именно эту черную полосу ему пройти по судьбе. И тут именно от него будет зависеть, усвоит он этот урок, поменяется ли он. Он, понимаете, он немножечко как несерьезный и такой, знаете, вот легкий, да, он легко относился к жизни, легко относился там к деньгам, к обязательствам, к любви легко относился, да к всему легко относился. Сейчас его именно учат, пытаются научить, вернее, быть более серьезным, стабильным, якориться, пускать корни, идти к своему счастью, да, не прятаться там по углам, бояться, а идти именно к своему счастью. Поймет ли он этот урок, выйдет ли он из этого, непонятно. Но то, что ему сейчас очень сложно, очень тяжело, это вот прям... Вот оно перед нами, скажем так, да, все это есть. Сложная ситуация, хочется любви, хочется счастья, не получается, и вместо того, чтобы бороться, он себя вот именно допингом дальше губит. Проблемы со здоровьем, которые вообще игнорируются. В крайнем случае, там, я не знаю, может там выпить таблетку обезболивающего и все. Это все, что он может сделать для своего здоровья. Вот такая идет ужасная ситуация на самом деле. Так. Мужчина, конечно, ваш разбит. Давайте теперь посмотрим, что у него
в мыслях и в чувствах к вам. Его мысли, его чувства к вам. Мысли, чувства, планы. Мысли, чувства, планы. Мысли, чувства, планы. Мужчина к вам. Ой, ну любить вас, быть с вами вместе. Слушайте, планы грандиозные, мечты грандиозные, план, ну, выполнение пока отсутствует. Вообще понимание, да, как я буду все это исполнять, отсутствует. В самом центре у нас сердце, сердце, в котором два человека, два. Здесь вы прекрасная, здоровая, замечательная, да, и он. Но смотрите, он себя немножечко как ниже вас ставит, да, по значимости вот именно в любви, в отношениях и в паре. То есть вы вот прям такая гениальная для него, да, он понимает, что до вас ему далеко, насколько вы хороши, насколько вы добры, насколько вы, знаете, такая вот любящая, добродетельная, неунывающая, оптимистичная, то есть вот все те эпитеты, которых ему не хватает. Вот он видит вас такой, и он не сомневается в вашей любви. То есть он считает, что если вы полюбите по-настоящему, то это будет раз и навсегда. Что проблема? Проблема в нем. В нем почему? Потому что он в себе сомневается. Он сомневается в себе, в своей стойкости и в своей, скажем так, способности реально воспринимать эту жизнь. Знаете, ему вот все время нужен человек, видите, вот вы, да, половинки сердца, вот он в половинке сердца, но его половинка, она не имеет границы, да, и здесь человек, который его держит на руках, поддерживает, да, то есть ему всегда нужен кто-то, кто его будет поддерживать, может быть, друзья, может быть, семья, может быть, даже кто-то из родителей, да, вот он боится именно один на один с вами вступить в отношения, в семью, в какую-то вот крепкую семью, то есть либо он слишком зависим от своей семьи, либо он слишком зависим от своих друзей. То есть ему страшно, ему кажется, что все равно должна быть какая-то поддержка, что, дескать, один поле не воин, да, и то есть все должны быть вместе, да, то есть как бы я не могу остаться один, я не могу отказаться вот именно вот от этой поддержки, которая у меня есть. То есть если мужчина активно не действует, если мужчина, скажем так, теряется, да, если он там живет с мамой, да, тоже такой вариант может быть, знайте, что ему нужна именно такая поддержка, которую ему дают. Возможно, его так воспитали, возможно, вот такие особенности у него, ну, не знаю, характера, поведения. Но, тем не менее, ему нужна поддержка. Чем больше людей сзади него, тем он себя увереннее чувствует. Смотрите, с вами, я не знаю, у вас тут дорога с ним, да, вас разделяет дорога. Причем я вижу здесь 3 туфельки. Раз, два, три. 3 туфельки с его стороны, с вашей стороны и туфелька, которая вот ваша общая. Это планы. Планы с вами, смотрите, как либо к вам приехать, либо чтобы вы к нему приехали, либо вы, чтобы где-нибудь на какой-то нейтральной территории с ним встретились. Это его планы. Он пока, может быть, какой-то план вам уже предложил, но у него еще запасные появились, да, либо вы что-то обсуждали с ним. Если не обсуждали, то знайте, что он вот за вас уже планирует, и знаете, как он с вами диалог ведет, да, с вами он общается, говорит, давай так, а потом уже за вас отвечает, что нет, я так не могу, давай передумаем. То есть, ну, мужчина как будто бы играет, и честно, я не вижу, чтобы встреча вот какое-то ближайшее время состоялась, потому что у него дальше, чем планы, ничего не идет. То есть и даже сами планы, они вот какими-то кусками хаотичные, да, вроде план есть, а дороги исполнения нету. То есть человек говорит, хочу там, не знаю, там, чего я хочу, там, не знаю, купить торт хочу, да, но при этом он даже не пытается найти, где продается этот торт, да, он просто вот в желании, я хочу, все. Вот так вот у него тоже получается. Еще здесь у него вот прям, знаете, смотрите, какой план на вас, да, быть с вами вместе, любить вас, наслаждаться жизнью, а дальше тоже пустота. А что дальше? Будешь ли ты делать предложение, будешь ли ты звать замуж, будешь ли ты там как-то обеспечивать, тоже ничего не понятно. То есть у него вот какие-то такие инстинкты, да, поверхностные инстинкты и желания в вашу сторону. Человек, ну еще раз говорю, на данном период времени, вот мы смотрим, да, у него в жизни просто полный крах, он живет иллюзиями, он мечтает и более ничего. То есть более ничего. Вот как Бог даст, да, так и будет. Вот он полагается вот в этом плане именно на высшие силы, ну, либо на судьбу, либо на везение. С вами, о вас он с кем-то разговаривает, и тот кто-то другой очень, скажем так,
его отговаривает, причем, ну, не знаю, тут вас там выставляют в каком-то свете, какая-то вы алчная, какая-то вы требовательная, надменная, не знаю. То есть человек рисует вас, да, как будто бы вот вы, а, как будто бы он прям вас знает, такой прям знаток какой-то, да, и говорит, что нет, ей же нужны деньги, ей нужна там, не знаю, там признание, ей нужна там бриллиантовое кольцо, там обязательно, да, там дом какой-нибудь шикарный, там вилла. То есть, понимаете, тут именно идет запугивание этого человека. У него и так в жизни, как бы, знаете, все порушилось. И тут ему еще какой-нибудь там друг, доброжелатель, либо там мама говорит, да забудь ты ее, она там корыстолюбивая, она там только на деньги смотрит. И он тоже себя начинает плохо чувствовать. Очень сильно вменяемый, да, невменяемый, это ведомый, да, человек, на которого можно очень сильно повлиять. И на него влияют, вот реально на него влияют. На него могут повлиять вот прям кто угодно и как угодно. И что самое интересное, вы тоже на него можете повлиять. Но, еще раз говорю, вот задумайтесь, да, человек, вот он не у вас спрашивает, да, что тебе нужно, что ты хочешь, ну, общается с кем-то другим, да, человеком, который вас совершенно не знает, но он ему верит, либо ей верит. А вас он как бы побаивается. Тут, кстати, может быть такая же ситуация, что человек сейчас, ну, как-то игнорит вас, да, он как-то от вас прячется, либо общение какое-то очень сухое, скрытное, либо общение вообще отсутствует. А, Он это оправдывает тем, что, дескать, ну а что я ей скажу, да, мне ей нечего сказать, мне ей нечего предложить, типа, если любит, так она меня и будет любить. Вот. А сам себя еще и оправдывает. Понимаете, тут вообще у нас молодец идет. Что касается чувств, еще раз говорю, любит он на самом деле, вот песок очень четко показал только себя. Вы для него, ну, влюбленность очень сильная у вас есть, но она легкая, понимаете, это вот именно влюбленность, это еще не любовь. Если, например, вы будете с ним развивать отношения, то, конечно же, любовь придет, потому что это, как, знаете, как старшая сестричка. Влюбленность это старшая сестричка от любви. Но на мой взгляд, человек вообще какой-то несерьезный, и он несерьезно относится ни к вам, ни к своей жизни, ни к тому, что происходит в его жизни. Он даже, понимаете, он любит себя, но при этом он не заботится о своем здоровье. Он, не знаю, он какой-то как ребенок, он верит в чудеса, в то, что вот-вот там что-то случится, да, и там какие-то новые грани в жизни откроются, и все у него будет хорошо, по мановению волшебной палочки. Живет он в каком-то допинге, еще раз говорю, это может быть, ну, что угодно, да, либо может быть даже азартные игры, алкоголь, другие там виды веществ, которые меняют сознание, понимаете, я просто не хочу это все озвучивать, да, чтобы как бы не накаркать. Поэтому вы должны понимать, что он, ну, в таком состоянии он находится. Ему в жизни тяжело, он сейчас вот лежит, да, он только может и мечтать. Мечтать о будущем, о жизни, о, там, не знаю, встрече с вами, о совместной жизни, о детках с вами, там, не знаю, о любви с вами, но не более того. Все, он пока в мечтах. Ему очень тяжело, но с другой стороны, он и сам себя, просто, знаете, сам себя закапывает. Понимаете, вместо того, чтобы пытаться, там, не знаю, бороться за себя, за свою жизнь, за любовь, он сам себя закапывает. Человеку сложно. Если человек не проявляется, если он не показывается, знаете, что он, ну, в крайне тяжелом состоянии находится. Помочь вы ему не можете, поддержать вы тоже его не можете, потому что он просто вам не позволит. Он слишком гордый для этого, да, слишком гордый, и у него какое-то не совсем правильное представление о вас, о ваших мечтах и желаниях. Поменять это представление можно, но только со временем, не сейчас. Я вижу, что этот человек еще какое-то время будет находиться в таком состоянии, ну а потом будем делать новые гадания и будем смотреть, что будет происходить. Пока, если не проявляется, к сожалению, не ждите. Знайте, что он о вас думает, мечтает каждый день. Тут даже, я бы сказала, 24/7. Но, тем не менее, пока вы вместе, но только в его мечтах. Вот такая ситуация. Мои дорогие, на этом гадание закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.